Горохова Инесса Елисеевна, школа номер 5. Джанни Родари. Приключения Чиполлино. Чиполлино был сыном Чиполлони. Было у него 7 братьев: Чиполлетто, Чиполлотто, Чиполлоччо, Чиполуччо и так далее. Самые подходящие имена для честной луковой семьи. Люди, они были хорошие, надо прямо сказать, да только не везло им в жизни. Что ж поделаешь, где лук, там и слезы. Чиполлоне, его жена и сыновья жили в деревянной лачуге, чуть побольше ящичка для огородной рассады. Если богачам случалось попадать в эти места, они недовольно морщили носы и ворчали: «Фу, как несет луком!» и приказывали кучеру ехать быстрее. Однажды бедную окраину собрался посетить сам правитель страны принц Лимон. Придворные ужасно беспокоились, не ударит ли луковый запах в нос его высочеству. Что скажет принц, когда почувствует этот запах бедности? «Можно опрыскать бедняков духами», — предложил старший камергер. На окраину немедленно отправили дюжину солдат-лимончиков, чтобы надушить тех, от кого пахнет луком. На этот раз солдаты оставили в казармах свои сабли и пушки и взвалили на плечи огромные бидоны с опрыскивателями. В бидонах были цветочный одеколон, фиалковая эссенция и даже самая лучшая розовая вода. Командир приказал Чиполлоне, его сыновьям и всей родне выйти из домишек. Солдаты построили их в ряды и хорошенько опрыскали с головы до ног одеколоном. От этого душистого дождя у Чиполлино с непривычки сделался сильнейший насморк. Он стал громче чихать и не расслышал, как издали донесся протяжный звук трубы. Это на окраину прибыл сам правитель со свитой лимонов, лимонишек, лимончиков. Принц Лимон был одет во все желтое с ног до головы, а на желтой шапочке у него побрякивал золотой колокольчик. У придворных лимонов колокольчики были серебряные, а у солдат-лимончиков бронзовые. Все эти колокольчики звенели, не переставая, так что получалась великолепная музыка. Послушать ее сбежала вся улица. Народ решил, что пришел бродячий оркестр. Чиполлоне и Чиполлино оказались в первом ряду. Им обоим досталось немало толчков и пинков от тех, кто напирал сзади. Наконец бедный старик Чиполлоне не выдержал и закричал: «Назад! Осади